А вы знали, что в Китае существует регион, который иногда называют вторым Казахстаном? Это Или, Казахский автономный округ, расположенный в северо-западной части Китая, в составе Цинцзянь-Уйгурского автономного района. Он был образован в 1954 году и занимает внушительную территорию более 270 тысяч квадратных километров. Это почти треть всей территории современного Казахстана. Округ получил свое название от великой реки Или, той самой, что берет начало в Китае и впадает в озеро Балхаш на территории Казахстана. Эта река связывает два мира казахов, живущих по обе стороны границы. Основное население округа составляют казахи, а также здесь проживают уйгуры, дунгане, ханьцы, монголы, сибо и представители других народов. На улицах городов можно услышать казахскую речь, а в школах с казахским языком обучения дети изучают латиницу, арабицу и китайскую письменность. Многие казахи этого региона сохранили традиционный уклад жизни: пастушество, уважение к старшим, национальная одежда и обычаи, празднование Наурыза, Айтыса и игра на домбре. В некоторых селах вы легко встретите белые юрты, услышите звуки кюев и почувствуете ту же степную душу, что и в сердце Казахстана. Интересно, что казахский язык в Китае имеет статус одного из официальных языков на уровне округа. Здесь выходят газеты, книги, учебники на казахском, работают телеканалы и радиостанции. Китайские казахи активно участвуют в культурной и научной жизни страны. Среди них есть поэты, писатели, ученые, актеры и спортсмены. По официальным данным, в Китае проживают свыше 1,5 миллиона этнических казахов. Это самая большая казахская диаспора за пределами Казахстана. Они сохранили связь с исторической родиной. Многие учатся в казахстанских вузах, участвуют в форумах, фестивалях, некоторых приглашают на международные конференции. Несмотря на все сложности, с которыми может сталкиваться любой народ за рубежом, казахи Китая стараются сохранить свою идентичность, язык, культуру и обычаи. Это живое напоминание о том, как великая и многообразная была Великая Степь. Казахи – народ, который сумел сохранить свою душу, где бы он ни оказался, будь то в Атырау, в Алтайских горах или на берегах Или, по ту сторону границы.